Рассматривая уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя секретариата Меджлиса крымско-татарского народа Заира Смедляева, на очередном судебном заседании в Железнодорожном районном суде Симферополя сегодня были выслушаны показания 4 сотрудников милиции, среди которых 2 проходят по делу как потерпевшие и 1 свидетель событий, произошедших еще несколько лет назад у здания апелляционного суда 22 июня 2006 года. Я не услышал такое: остановитесь там, что вы делаете. То есть он там проводил митинг. Вот его высказывания как были направлены на прекращение конфликта между вами и митингующими, либо наоборот, на активное участие в конфликте, призывающее, скажем так. От него я не услышал, чтобы он призывал своих граждан, чтобы они прекратили противоправные действия. То есть таких высказываний не говорили? Нет, я не слышал. Всем сегодняшним присутствовавшим на суде и дававшим показания по данному делу в основном задавался такой вопрос: оказывало ли активное сопротивление сотрудника милиции обвиняемый Заир Смедляев? Однако свидетели событий конкретно на него так и не смогли ответить. Как, впрочем, и на такой: враждебно ли был настроен Заир Смедляев в тот момент к силовым структурам, или подсказывал ли собравшимся на митинге крымским татарам, какие действия необходимо выполнить, направленные против правоохранительных органов. Мегафон в руках, давались какие-то команды, но так как с митингующими общались на крымско-татарском, я языка не знаю, поэтому сказать что-либо, что там это было. То, что в рядах одним из первых был, как, меня лично он не вытягивал, то есть не выбрасывал, грубо говоря, оттуда, там были другие. Но то, что в первых рядах было, это было. Поэтому вот те активные действия, это тоже. Впрочем, было видно, что многое из того, что детально рассказывалось и говорилось сегодня потерпевшими, расходятся с первоначальными показаниями зафиксированных в ходе следственных действий, где не всегда достоверно ими указывалось, где в тот момент находился Заир Смедляев, что делал и что именно говорил, в то же время представляя его как организатора и участника данного мероприятия. То я у них без усов, то я у них в каких-то головных уборах, то еще что-то. То есть это отчетливо показывает на то, что это было заказное дело. Нужно было, скажем, немножко попугать членов Меджлиса. И сегодня, вот, я думаю, когда этот судебный процесс закончится, все-таки будет видно, что это было заказное дело. По словам адвоката Александра Лисового, говоря о тех событиях, по сей день не установлено, по какой, собственно, причине было необходимо ограничивать и запрещать вход гражданам в административное здание апелляционного суда в день рассмотрения дела по бару Катон. Каким приказом это было предусмотрено, а также кто дал такое распоряжение, вызвавшее народное возмущение у собравшихся граждан, что и повлекло к нарушению общественного порядка. Что касается конкретного обвинения конкретному человеку Смедляеву, да, в сегодняшнем заседании никто из допрошенных не указал на Смедляева как лицо, которое совершало какие-либо противоправные действия. А уголовная ответственность может наступать только за противоправное. Сегодня же судьей была определена дата следующего судебного заседания, назначенная на 1 июля. И в случае же, если оно завершится в пользу обвиняемого Заира Смедляева, то выдвигать свои обвинения к сотрудникам милиции член Меджлиса не собирается, поскольку сам иск уже не будет подлежать рассмотрению за истечением срока давности. Севилия Лединова для Вердваджиев, Заман.